Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами погадаем на отношения, любовные отношения с загадным человеком. Вам нужно загадать человека, и мы посмотрим, любит ли вас этот человек. И, по сути, немножечко проанализируем ваши отношения. Также мы обязательно затронем, что этот человек хотел бы вам сказать, но этого не сделает, и то, что он хотел бы услышать от вас. У нас с вами будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Гадать я буду на Таро Музы, на Таро Вдохновения. Первая карта будет как раз-таки, в каком аркане находятся ваши отношения на сегодняшний день. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Первая позиция. Вторая позиция. И третья позиция. Выбирайте ту, которая вам больше по душе. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я пока отставляю в сторону. Итак, наша первая брошечка. В каком аркане у вас находятся отношения с загаданным человеком на сегодняшний день? Это двойка голосов. Вы знаете, это карта, показывающая, что есть какой-то новый открытый путь. Нужно буквально сделать выбор и осознать, что, во-первых, если вы будете держаться за такие отношения оба, то отношения будут очень сложными. Нужно научиться отпускать друг друга. Дальше. Карта, конечно же, показывает, что для отношений на сегодняшний день есть новые возможности, новые открытые двери, новый открытый путь, и нужно всего лишь шагнуть. Главное при этом шаге не цепляться друг за друга, а пережить некие трансформации, некие изменения в вашей жизни. Сейчас в мире все меняется, и в том числе вокруг вас, ваших отношений тоже все меняется. Нужно уметь идти в ногу со временем. Раньше для вас и вашего человека, которого вы здесь загадали, допустим, эти возможности были закрыты. Раз у вас открываются возможности, нужно уметь вместе эти возможности реализовывать. Нужно научиться быть заодно. Но для того, чтобы быть заодно, нужно не тащить друг друга именно вниз. Здесь вы похожи на неких близнецов в этих отношениях. И когда люди очень похожи друг на друга, они начинают сильно осложнять негативные качества друг друга и сильно улучшать позитивные. Поэтому, если вы в себе что-то не принимаете, вы этого не принимаете и друг в друге. Нужно научиться принимать себя таким, какой вы есть человеком. Это уже шаг к успеху. Итак, давайте проанализируем ваши отношения. Любит ли вас загадный человек? Пятерка материи. Карта показывает, что загадный человек переживает из-за чего-то в вашу сторону. У него есть к вам чувства, но сейчас он погрузился в негатив. На самом деле этот человек даже не видит распахнутую дверь, которая сейчас открыта навстречу вашим отношениям. Он даже не видит эти возможности. Он погрузился во тьму. Этот человек испытывает чувство вины, колоссальное переживание. У него болит душа, у него ранено сердце. Это может быть от того, что он совершил неблаговидный поступок. Или может быть от того, что вы недостаточно проявляете к нему чувства и эмоций. Соответственно, человек страдает, человек чего-то ждет от вас, человек переживает о вас и о ваших отношениях. Он вообще считает, что эти отношения под угрозой и находится в отчаянии, потому что не видит в себе сил спасать отношения. Что он думает о вас?
рыцарь вдохновения. Он считает вас активным, ярким, приятным человеком, напористым и, возможно, даже с мужскими качествами характера или просто очень активный человек. Да? Он считает, вы очень активный человек, лидер по натуре. Соответственно, он пассив, вы актив. Он считает, что вы сильнее, он считает, что вы забористее или как задористее, и он чувствует в вас страсть ко всему. Страсть к жизни, страсть к отношениям, страсть, может быть, к тому, чтобы проявлять в жизнь, саму по себе жизнь, да, само по себе вот это вот яркое такое чувство, что ты можешь самореализоваться, что ты можешь сделать очень много. Вы вдохновляете людей. Почему вы рыцарь вдохновения? Потому что вы вдохновляете людей, да? Вы их впечатляете собой, вы красивый человек, вы яркий человек, приятный человек, за вами не угнаться. Вот такое у человека мнение о вас, что он в отчаянии, а за вами не угнаться, да, что вы гораздо лучше, ярче, интереснее, что он вас, возможно, даже и недостоин. Вот. Также он считает, что вы как фейерверк, взрывная натура. Соответственно, под вас очень сложно подстраиваться. В общем, вы поняли, да, что вы зажигалочка в его глазах. Что он хотел бы, чтобы вы думали о нем? Пятерка вдохновения. Он хотел бы, чтобы вы видели его человеком высокой духовной организации. Вот так могу сказать. Разносторонним человеком, интеллектуальным, интересным, веселым. Может быть, даже креативным. Что он может меняться, трансформироваться и поднять свой духовный уровень. Он хотел бы, чтобы вы его уважали и именно увидели его тонкую душевную организацию. Что он вот такой вот принимает все близко к сердцу, обидчивый, мягкий. Он хотел бы, чтобы вы увидели и мягкость в нем, и в то же время духовное развитие, и, может быть, какой-то ум просветленный, да? Чтобы оценили его, что он может двигаться вперед в жизни, и на самом деле, что он живет на высоких вибрациях, что вот он белый и пушистый, что он ангелок. Он этого тоже очень хотел бы, чтобы вы вот о нем это все думали, да, чтобы у вас было такое хорошее мнение о нем. Что он хотел бы вам сказать, но не сделает этого? Пятерка эмоций. Он хотел бы сказать о своей скорби внутренней, о своих переживаниях, о том, что он, может быть, даже и обижен на что-то, или просто испытывает отчаяние, иногда чувство вины, что у него душа скорбит, что он что-то оплакивает, что ему плохо внутри. Он никогда об этом не заявит открыто, но он хотел бы сказать, что у него невероятные внутренние переживания, что изнутри его душа временами чернеет от горя, от боли. Интересно, что же ему так больно? Вот даже странно это. Потому что видно, что вы-то яркий человек, и он хотел бы о себе хорошего мнения от вас, но при этом скорбит, переживает, мучается. Его изнутри всего колотит, понимаете? Может быть, он так виноват перед вами, что его душа почернела изнутри, что его сердце обливается кровью. Интересно. Что он хотел бы услышать от вас? Тройка голосов. Что вы видите это? Что вы видите его страдания? Что вы плачете вместе с ним? Что вы видите, как он сидит перед закрытой дверью, хотя она открыта. Он даже этого не видит, что она открыта. Он считает, она закрыта. Что его дверь к вам может быть закрыта. Может быть, его дверь в новые возможности закрыта. Или что дверь возможности ваших отношений полностью заперта наглухо. Он не видит возможностей. Он настолько погрузился в негатив, что он не видит этих возможностей. И он хочет, чтобы вы это еще и признали, несмотря на всю вашу вот энергию. Понимаете? Он хочет, чтобы вы страдали вместе с ним. То есть он настолько погрузился вот в этот негатив, что он хочет даже, чтобы вы вместе с ним страдали, чтобы вы его жалели, чтобы вы плакали о нем, чтобы вы видели его страдания, поняли бы его тонкую душу и сказали бы об этом.
Я понимаю тебя, как ты страдаешь. Я понимаю, как тебе плохо. Я жалею тебя, я сочувствую тебе. То есть вот так вот. Здесь вся суть отношений именно в этом, что вы как будто бы этого не хотите видеть. Или человек этого не выражал, но он думал, что вы догадаетесь. То есть это некоторое женское мышление у человека. Если вы мужчину загадали, знаете, что у него женский мозг. Что он именно как женщина рассуждает. Значит, его мама сильно воспитывала много, а с папой он не общался. Ну, вот такая вот позиция номер 1. Вроде и люблю, но переживаю, да, весь. Интересно. Позиция номер 2. Ваши отношения с загадным человеком. Проанализируем их прямо сейчас. И первая карта – это в каком аркане находятся сейчас, по мнению высших сил, ваши отношения. 6 голосов. Это очень интересный аркан. Здесь мы видим, что отношения под защитой. Высшие силы стараются защитить их от всяких бед и проблем. Возможно, каждый из вас получил благословение, или вы оба, от Бога, от ангелов, от высших сил, от Вселенной. По сути, все мы знаем, что мы маленькие человечки, а Бог, Он велик, Вселенная огромна. И на самом деле так выходит, да, что высшие силы взяли 2 маленьких человечков, да, ваши отношения, под свое покровительство. И они пытаются эти отношения защищать, спасать, любить по-своему, да, и делать все для них. Значит, эти отношения сейчас могут получить второе дыхание, второй шанс и продолжаться на самом деле. Вот. Поэтому, да, здесь карта такая, она показывает, что все будет хорошо на самом деле, что вас высшие силы толкают вперед в этих отношениях, и отношения будут теперь продвигаться с новым вдохновением, да, с новым вот этим благословением. Вы знаете, вас любят, а вас ценят где-то там наверху. И значит, готовы делать все для вас, поддерживать вас. Вообще, где-то там на небе решили на самом деле, что ваша пара достойна. Может быть, даже вы оба этого не понимаете, но высшие силы понимают. Они считают, что кармически вы связаны, что вы очень похожи и всяко-разно должны быть вместе. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Любит ли вас загадный человек? Семерка вдохновения. Человек очень вас любит, и он всячески пытается при всей темноте ситуации найти в ней свет, раздвинуть тьму и именно добраться до самого солнца, да. То есть, возможно, в ваших отношениях был темный период, или в вашей жизни был темный период именно такой сгущенной тьмы, да, жестокой тьмы, когда некоторые ситуации казались абсолютно безвыходными. Но человек настолько вас любит, что проявил терпение внутри себя и начинает понимать, в чем суть отношений, и что какая у вас душа, как вообще все устроено здесь, да, и начинает давать шансы отношениям, раздвигать тьму и находит свет. Он будет держать сгущающуюся тьму и сделать все, чтобы солнце проникало в эти отношения. Конечно, это великая любовь, это сильная любовь, но может быть недавно осознанная. И может он всегда это, конечно, понимал, но большинство, кто загадал вторую позицию, столкнутся именно с тем, что человек это понял недавно и понял, как найти свет в этой тьме, как найти лучик света, может быть, и раздвинуть эту тьму, и сделать огромное солнце, да. Что он думает о вас? Тройка вдохновения. Он считает вас прекрасным человеком, который в жизни играет, много играет. Это такой человек в жизни пробивной, да, пробивной. Умеет рисковать, активный, подвижный, интересный и постоянно в качелях.
То есть он видит, что вы в качелях, он видит, что сегодня вы готовы к чему-то, завтра вы можете отменить это. Он видит вашу переменчивость настроения, да? Он видит, что вы прекрасны, вы красивые, вы интересный человек, но не всегда себя оцениваете. Именно по достоинству, да? Иногда он думает, вы занижаете себя, а иногда опять, как вольный ветер, да, начинаете вдохновляться и идти вперед. Между прочим, он отлично осознает, кто вы и какой вы человек. Он в вас разобрался. И он понимает, что вы готовы к приключениям на сегодняшний день. Он знает, что вы можете всегда отвернуться и отменить это, испугаться. Но если вас вдохновлять, если все время раздвигать тьму, то вы способны на многое. Он в вас верит. Хорошо. Давайте посмотрим, что он хотел бы, чтобы вы думали о нем. Колесница. Он хотел бы, чтобы вы видели его ярким, активным лидером, чтобы вы считали его достойным человеком, который может в этой жизни все, что он может пробиться хоть куда, чтобы вы главным его считали в вашей паре, и что он действительно делает для вас очень многое, чтобы вы это оценили, чтобы вы в это поверили. Между прочим, он хочет именно показать свое достоинство. Он хочет показать, что он способен на все, чтобы вы его уважали, чтобы вы признали в нем таланты и дары от Вселенной и от Бога, чтобы вы поверили в его способности на все, да. И, между прочим, чтобы вы шли за ним, и у вас были общие цели. Карта очень хорошая, она показывает, что человек только и ждет, когда вы увидите его внутренний свет и величие. И это значит, что он любит вас. Опять же, это подтверждает. Потому что когда человек любит, он тогда и хочет, чтобы о нем было хорошее мнение у объекта обожания. Что он хотел бы вам сказать, но не сделает этого? Туз эмоций. Он на самом деле хотел бы выражать свою любовь гораздо сильнее, чем он это делает. Между прочим, он вас очень любит и, может быть, не умеет говорить об этом как-то возвышенно или так, как вы это в голове своей воображаете. Вы не так восхищаетесь его проявлениями любви, как это следовало бы. И он хотел бы вам сказать, как я тебя люблю. Выразить это какими-то невероятными словами, а язык не поворачивается. Он может хотеть сказать вам кучу комплиментов, приятных слов. Он может сделать для вас какие-то невероятные подарки. Но у него не выходит так, как он хотел бы это именно в душе выразить. У него не получается это именно так сказать, как он это чувствует. А получается иначе. Он может это сказать, но иначе. Вот как-то неказисто, вот как-то не так, как вам это воображается. Хотя на самом деле в поступках этого человека в будущем может выражаться любовь, вы должны это заметить. Я вас к этому призываю. Что он хотел бы услышать от вас? Девятка, вдохновение. Он хотел бы услышать от вас, как вы его любите, как вы вдохновлены тем, что он любит вас. Он хотел бы услышать от вас, как он прекрасен и как вы прекрасны, и что вы сейчас готовы действовать, что вы успокоились. Ему нравится, когда вы на волне вдохновения, и у вас внутри благодать. Ему нравится, когда вы спокойны и уверены в себе, когда вы красивы, когда вы следите за образом. Его это еще больше вдохновляет. И он хотел бы услышать от вас, что вы успокоились и собрались, что вы верите в вашу пару, да, и в его какие-то способности. Он прямо ждет от вас вот этой уверенности. Он ждет от вас новостей, он ждет от вас планов на будущее и серьезности отношений. То есть, чтобы вы сказали, что вы серьезно на него настроены и смотрите с уважением. Но такая позиция номер 2. А мы перейдем к позиции номер 3. Ваши отношения с загадным человеком. Смотрим. И первая карта у нас – это состояние ваших отношений, по мнению высших сил, в каком аркане они находятся на сегодняшний день. Императрица. Это хорошие отношения, серьезные. Но женщина в них сильнее.
Женщина правит этими отношениями. Вы друг друга любите. Может быть, какая-то женщина вмешивается в ваши отношения. Тоже не исключено по императрице. Но всегда есть взаимная любовь по этой карте и богатство отношений. Женщина много энергии вкладывает в отношения. Она лидер. Мужчина должен с ней считаться. Мужчина должен ее превозносить, ставить на пьедестал. Женщина обладает чувством собственного достоинства и любит себя, естественно. Мужчина это подчеркивает. Карта неплохая, она показывает материнство, она показывает хороший, благоустроенный дом, детей, мужа, богатство, счастье, крепость, да? И уважение всех родственников, друзей, знакомых. То есть такая, знаете, семья может получиться, если еще не получилась, такая уважаемая в обществе, да. Ну, карта очень такая основательная на самом деле. И энергия Венеры, да, то есть богиня любви, императрица, это значит есть и страсть, и душевная, духовная любовь, понимаете, все вместе как бы. Люди действительно ценят друг друга. Хорошо. Любит ли вас человек? Четверка эмоций. Ну, вы знаете, человек здесь страдает от вашего невнимания. Он вас любит, но ему бы хотелось, чтобы вы, в этих отношениях любили не только себя, а еще его, да? То есть ему кажется, что его недолюбливают. На самом деле, по императрице, конечно, это не так. Есть взаимная любовь. Но раз женщина здесь явно сильнее, мужчине кажется, что он на задворках. И если вы, женщина, гадаете на мужчину, извиняюсь, это у меня посудомойка, то карты показывают именно, что он, хочет любви, да, хочет внимания, но именно чтобы его-то ставили куда-то тоже на пьедестал, чтобы его восхваляли, чтобы его хвалили, любили, там, холили, лелеяли. Но не так, как ребенка, а именно как мужчину, чтобы ему давали что-то делать, чтобы ему давались задачи, которые он может решить, и он бы решал, его бы говорили, он какой ты лидер, какой-то наш мужик там, да. То есть тут в этом суть, он считает себя как бы немножечко приплюснутым, под каблуком, может быть. Соответственно, он любит, но страдает от невнимания, от непризнанности, да. Не от такого внимания, вот что, как мамочка сыночку, нет, именно от непризнанности, от того, что ему не дают быть лидером, да. Вот это тут самая суть. Хорошо. Что он думает о вас? Рыцарь голосов. Он считает вас активным человеком, но довольно порывистым. И получается так, по этой карте, да, что он считает, вы гневливый, да, можете наподдавать легко хоть кому. И у вас есть полет фантазии, вы готовы на все, добиваться всего в жизни, лидерские качества. Он это все видит, мужская энергия у вас есть, между прочим, как он считает. Но вы очень светлый человек, с другой-то стороны, самостоятельный, активный. Он восхищается вами, но не дотягивает до вас. И он это знает, что, скажи он что-то поперек, вы ему сразу наподдаете. Мне кажется, он вас побаивается. Потому что, когда мы видим его мнение о вас, рыцарь голосов, он вас побаивается. Он считает, что вы так немножечко нахраписты, да? И знает, что лишний раз поперек-то не скажешь. Вы сразу рубите логическими своими вескими аргументами. Интересно. Что он хотел бы, чтобы вы думали о нем? Десятка вдохновения. Он хотел бы, чтобы вы видели его основательность, его благосостояние, его умение быть стабильным, семейным, богатым, и что он тоже поднимается вверх в этой жизни. Особенно он хотел бы, чтобы вы подчеркивали, что у него есть действительно благосостояние в жизни, что он может быть именно богатым, счастливым, что он может делать других людей счастливыми. Опять же, да,
кто-то поднимается в гору. Вот чтобы вы видели, как он развивается, чтобы вы думали о нем, что он умеет идти в эту гору, что он умеет развиваться, что он умеет добиваться чего-то в жизни. Но опять же, карта несколько такая, да? Вот не такая, как эта, не такая активная. Он все равно не показывает свою мужскую энергию, он показывает женскую. То есть это здесь очевидно. Хорошо. Что он хотел бы вам сказать, но не сделает этого? 5 голосов. Он хотел бы вам сказать, что вы очень похожи, что каждый из вас несет в отношения свою функцию, и что вы каждый дополняете друг друга, что вы как две половинки одного целого. Он хотел бы вам сказать, насколько вы близки на самом деле по духу, и вам нужно это заметить, вам нужно это подчеркнуть в отношениях. Я делаю свою работу, ты делаешь свою работу, ты молодец. И у меня свои качества характера, я выполняю вот такие-то функции, ты выполняешь такие-то функции, ты хороший. И вот он прям ждет этого. Вот он хотел бы вам сказать, я тоже несу свою функцию, я тоже вкладываюсь, я тоже люблю, я тоже несу свое благосостояние в эти отношения. Я хочу нести благосостояние, я хочу богатство для наших отношений, для нашей семьи или будущей семьи. Вот что он хотел бы сказать. Я хочу равновесия между нами, равноправия между нами. Я не хочу, чтобы кто-то выделялся, я хочу быть на равных. Хорошо. Что он хотел бы услышать от вас? 4 материи. Он хотел бы услышать от вас, как вы страстно желаете его. Он хотел бы именно признания в любви. Он хотел бы именно, чтобы вы восхищались его сексуальными качествами, внешностью, чтобы вы заигрывали, чтобы вы флиртовали с ним. Вот что он хотел бы от вас услышать. Вот что он хотел бы именно от вас. Чтобы вы сконцентрировались на сексуальных отношениях, чтобы вы подчеркнули его значимость в этом плане. И, соответственно, восхитились бы какими-то его в этом плане качествами. Для него это важно, чтобы признали его состоятельность вот в этом смысле, да, в романтическом смысле. Он хотел бы от вас именно романтических признаний, вот такого всего. Хоть это 4 материи, но в ней очень много романтики. И мы понимаем, что он хотел бы даже подарков, чтобы вы дарили что-то ему, а он вам, и чтобы вот это было на память. Как-то вот он романтичная натура такая. Вот я его таким вижу, и я понимаю, что для него даже вы ему колечко из проволоки подарите, а он вам, для него это будет навсегда, и он будет это все хранить. Подарите маленькую общую фотографию в паспорт, он всегда будет в паспорте или в кошельке ее таскать. Подарите, там, если у вас есть дети, там, всю семью, да, на фотографии маленькую, вот он будет с собой носить, у сердца носить. И вот для него это все вот как-то вот очень важно. Причем я вижу, что для вас это может быть не так важно, как для него, вот эти мелочи. Вот эти вот именно какие-то мелочи, подчеркивающие вашу близость. А сейчас он, да, сейчас ему не хватает этого всего. Ему именно внимания не хватает. Ему вот таких вот всяких мелочей не хватает. Признание в любви именно, и чтобы вот именно, чтобы вы это все вот ему рассказывали, насколько вот вы его прям очень цените. Вы знаете, его хвалить надо здесь, это совершенно точно. Вот прям брать и хвалить. И он будет это все оценивать, да, вот что если вы его похвалите, он прям будет цвести и пахнуть. Ну, вот такая позиция номер 3. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен, и Лайф, и Гадание, Заговоры, Ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!